Добрый день, дзяўчынкі і хлопчыкі. Я вельмі рада вас вітаць. Давайте зараз усміхнемся сённяшняму дню. Один одному, поглядите один на одного, усміхніцеся. Вось, яким вы сёння настроем прыйшлі на урок, каб я убачила вельмі добрый настрой. Сёння мы, дети, с вами ладим гульню, приказки, золотинки, мудрости. И наша гульня будет присвячена приказкам. Приказки и примовки нашей мовы привязки. Вот есть такое высловие. Итак, дети, мы сегодня уже заходя с вами поделились на две команды. Коли у нас гульня, это споборництво двух команд. У нас команда, як ваша команда? Колоски и команда Васильки. Вельми добро. Колоски и Васильки. И у нас коли у нас команды, повинны быть капитаны команды. Правильно? Колоски. Ваш капитан команды. Кто у вас капитан? Тимофей. Ваш капитан команды? Юля. Так, Юлия. Капитан команды. У нас будут конкурсы. Первые 3 конкурсы – это ваши хатние задания. Итак, первый конкурс «Кто больше?». Необходимо назвать якомога больше приказок на зададенную тему. Значит, в вашей команде была тема якая? Додому? Працы и гультайства. В вашей команде была тема? Тема родима. Итак, по черзе вы называете приказку, значит, это и на хуткость, так, вы уже подрихтовались, поэтому, значит, чья команда останавливается, вспоминая долго, если уже не ведает приказку, значит, ход переходит к другой команде, и та команда будет переможцем. Итак, починаем с вашей команды на тему працы и гультайства. Добре, вельми. Итак, ваша приказка. Не той хороший, хто пригожий, а хто на справу Божий. Ось, молодцы. На родині і помирать легче. На родине помирать легче. Летом гуляючи, осінню не збираючи. Не збереш, так? Батьківщині не купляються, не продають. Так, вельми добре. Хто працює, тому шансує. О, молодці. Родима мать, чужина мачеха. О, вельми добре. Слово мішок, а справді мішок. Ага, так. Благая тая птушка, что своего гнезда не пильнует. О, благая татушка, что своего гнезда не пильнует, так. Господару вести, не кашу есть. Ага. Додому икон спрятные даже. Ой, молодчинка. Працю кормить, поїть і жить будет. Так, ось так. Доведу до своего роду, что прозвону. Ого. Майстра по работе хвалят. Ого. Кожному свой куток делает. Вот так. Які такі господа. Такий господар. Кожна птушка своє гнездо боронить. Кожна птушка своє гнездо боронить. Скутал кут і вечір. Скутал кут і вечір тут. Куди пойдешь, небо высокое, а земля щільная. Ага. Вчорашнього дня не догониш. Так. Продай земельку без морального. Як змореному постелька. Чужим розумом не відкриєш. Так, тут уже это на розум, так. І так, ще. Итак, молодцы, просто вы молодцы. Одна команда, значит, наши конкурсы, что все, будут по 5-бальной шкале. Значит, эта команда отрымливает 5 баллов, эта команда отрымливает 4 балла. Вы так само молодцы. Так, другий конкурс у нас мастаки. И снова это хатнее задание. Итак, значит, вы заходя подрихтовали
Васильки, так як падрыхтавала свае ілюстрацыі, яна ўжо аўтаматычна атрымлівае 5 балаў, там дзе мастакі 5 балаў, а команда Васильки, прабачце, Каласки, можа папоўніць сваю шкатулачку баламі, але толькі яна павінна адгадаць, на якую тэму ілюстрацыя, на якую тэму прыказка, і даць тлумачэнне гэтай прыказцы. І так, калі ласка, паглядзіце, спачатку вось гэтая прыказка. Так. Хто ведае? Так, ведаеце, якая это прыказка? Ну, давайте прыказки. Что намалявано? Поглядите. Что намалявано? Бездомный человек и кот. Ну, так. Ну, ведаеце ці не? Не ведаю. Так. Якая гэта прыказка? Цени человека по твари, оцени по душе. Вось, ацені по душы гэта прыказка. Наступная прыказка. Поглядите, калі ласка. Каждая птушка Гнездо мает. Так. Так. Так, команда. Каждая птушка свое гнездо имеет. Так, не, яка птушка, ви не сказали. І ще, поглядите, коли ласка. Из кута в кут и вечер тут. Із кута в кут і вечір тут? Да. Так, із кута в кут. Ну, гэта тема гультайства, на тему гультайства і праці. Ну, тут летом гуляўшы, осенью не збярэш, хто ўлетку халадку шукае, той узімку галадае. Ну, так само у вас была прыказка на тему гультайства і працы. Ну, значит, вы атрымліваеце что? Половинку бала, і калі ласка, растлумачце, дайце тлумачэнне гэтай прыказкі. Если ты погуляешь целое лето, то осенью или зимой не будет. Так, не будзе ў цябе ўраджаю, так? Не будзе ўраджаю. Значит, калі ты что, гуляешь, то нічога і не маеш, правильно? Значит, у цябе нічога і не будзе. Правильно. Так, і 1 балл вы заработали, 1 балл. Так, ваш балл, 5 баллов вы ставите что? За конкурс мастакі. І яшчэ, дзеці, одно хатняе заданне. Гэта інсцэніроўка. Вы падрыхтавалі инсценировочку, одна и другая команда. Подрыхтовали вы инсценировку, а вы подрыхтовали. Ну, давайте, коли ласка, с вашей командой Колоски, вы показываете, почекайте, инсценировку, а вы нам будете, команда Васильки скажет нам, якая это приказка, на якую приказку это инсценировка. Итак, коли ласка, поглядим вашу инсценировочку. Привет, а що ви робите? Рухтуєте дорогу. Ай, це не цікаво. Пошли лепі Ангелину за косички подергаем. И она нас погоняет. Ну, пошли. Итак, сідайте, молодцы. На якую тему? Это приказка. С кем повезешься, домой наберешься. Так, с кем поведешься, от того и наберешься. Правильно, вы почекаем мы. Вашу инсценировочку поглядим. Юля, а ты умеешь хранить секреты? Ну ты что, я никому чужие секреты не рассказываю. Я могила. Тогда я тебе расскажу. Ладно, вот, это попечение, мне уже пора. Девчонки, ведаете, что мне Ольга рассказала? Только вы никому.
Да ты что? Так. И яка на яку тему? Як ви думаєте? Тимофей, хочеш щось? Ну, ти скажи. На языке жаба. Так, на язику жаба спечеться. Ну, близько. Так, про чоловіка якого? Балакливого. А є ще? Які приказки? Так. Ну, дівчинки. По секрету всему свету. Так, по секрету всему свету. Эта приказка была что? По секрету всему свету. Вось. Но вы правильно сказали. Болтливый человек. Поэтому за это задание хатнее вы ставите и одна, и другая команда по 5 баллов. По 5 баллов. Дети, вот я сяду себе за стол. Ох, як смачно пахне. Хліб як смачно пахне. Ваші батьки, коли ось готують щось, коли страви смачно пахнуть у домі, да? І ставлять на стол вельми много страв, скажіть, коли ласка, кого вони чекають? Конечно, вони чекають гостей. Я ось тримаю у руках книжечку, це чудовна книжка, «Белорусские приказки, примовки и фразеологизмы». А складальник гэтага зборнічка вядомы беларускі савецкі пісьменнік Фёдор Янкоўскі. Гэта доктар філалагічных навук. Ён займаўся і приказкамі, і примаўкамі, і фразеологізмамі, збіраў, вывучаў іх. І ось складаў такія зборнічкі. Ну, калі у нас пошла тема про гостей, то я вам зачитаю некалькі приказок про гостинность. Итак, вот такие приказки. Так, все, я знайшла. Не той лепший, что бежит за стол перший. Ось такая приказка про гостинность. Непрошеному на тему гостинности. Непрошеному гостю лишки нема. Вось. Так, ще поглядіть, яка приказка. У гостинок за еду остатніх приймайся, а перший переставай. Ну, ось такі приказки. Значить, чому вони нас учать? Чому? Чтобы мы были гостиными. Так, як треба правильно себе поводити у гостях, да? Як треба себе правильно, ось це етикет, да? Правильно. Ну тут, дети, у этом сборничку я вам советую його взяти у руки і так само звертатися до таких зборників. Вельми разнастайна тематика, вельми. Тут і можна знайти і приказки і про родиму, і про молодость, і про здоров'я, і різне повчання, і загадки і хиби людські. Вельми много приказок. Это народная мудрость. Вось, коли вы хочете быть мудрыми, звертайтесь до таких зборничков. Ну так як ми вже почали розмову про гостей, до нас на наш урок повинен був завітатися дід Абидісвет. Але, на жаль, не отрималося. Але відеопоштовку він свою до нас отправил. Давайте поглядим, коли ласка. И я хожу по белым свете и гляжу, як ви живете. Хай треба помогу, бо я все робить. Добрый день, деточка, девчата кветочка, хлопцы молодцы. Кличуть мене дед Абидісвет. Кожный день крочу я по свете. Ох, и не памятаю, сколько мне уже годов. Хочу да гляжу, як люди живут, что у свете робится.
Хто питає, той не блудить. Язик і до Києва доведе, і до Варшави допитає. Дорога у дорозі розная здарається. Коли там маті, а коли і мачеха. З вами топать буду всюди, треба чуди, зробим чуди. Треба казка, раз, два, три. Ось і казка вам. Що ж, мої шановні, дівчата квіточки, хлопці молодці. Я подрихтовал для вас одно задание. Ну, поговорить сам я до вас заявлять не могу, отправлю я вам пошту, яку зараз для вас зачитає ваша поважана наставниця. Тарами казки баю, я вже бачиш. Итак, а поштовка у меня у руках. И она вот пришла где-то в эти свет, направлена в нашу, правда, Староличевскую школу. И тут так само есть задание. Задание, значит, вам треба будет вот такое задание. Тут приказки по часткам. Так? Основная частка и ось мораль приказки. Вам треба злучить гэтыя, так? Две частки. Хто хутчэй, калі ласка? Ваша, ось, гэта ваша, калі ласка, да? Так? А гэта вам. Ось, это ваша, калі ласка. Ось. Ось, вам і вам. І гэты конкурс у нас буде називатися «Допиши приказку». Итак, справились вы с заданием? Да. Так, коли ласка, капитан, ну, или Микита, давай, Микита, зачитай, что у вас отрималось? Людей слухай, а свой розум май. Так. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Ага. З розумним поведешся, розуму наберешся, а з дурнем весло стратиш. Угу. Слово мешок, а справа не мешок. Угу. З свого язика спустиш, на чужим не злобиш. Хто батько і маті зневажає, той добра не має. Той добра немає. Так, коли ласка, молодцы, вы справились. Значит, там допиши приказку, 5 баллов поставьте себе, коли ласка. Читай. Хто чужого не шкодує, той свого не має. Ага. Кинь перед собою, знайдеш за собою. Так, Любиш кататися, люби саночки возить. так. У людей питай, да свой розум май. Угу. За двумя зайцями погонишься, ни одного не зловишь. Угу. Як гукнешь, так и отзоветься. Так, як гукнеш, так и отзовется. Вось, молодчинки, вы справились с заданием, и одна, и другая команда. По 5 баллов ставьте. И, дети, наступный наш конкурс, это конкурс капитана, так сказать, битва капитана. Прошу капитанов сесть за компьютеры. Тут у нас, дети, 3 задания. Так, 3 задания. Это тест, який складається з 3 завдань. Ось, ви повинні будете вибрати, правильно прочитать, уважно читайте, дети, кожне задание и правильно выбираете правильный вариант. Так, а вы, как не сумовали, значит, вам так само есть. Вот вы долучитесь до своей команды. Это задание перекладчики. Вы с конверта так само достаете приказки. Тут и русские, и белорусские. Значит, вы повинны знайти отповедник белорусской приказки, русскую приказку. Вы так само, путенько, разом все давайте одному допомагайте и шукаем отповедник. Дети, заканчиваем, поглядим. Так, дети, так само
закончили. Поглядим, сколько баллов набрали. Итак, значит, Юля набрала 9 баллов, так, а Тимофей набрал 10 баллов. Молодчинка, и он справился с заданием. Седай, Тимофей. Юля, молодцы, справились с заданиями. Так, а теперь давайте поглядим, як справились наши первоклассники. Что у нас отрымалось? Так, Микита, коли ласка, читай русскую приказку, белорусскую и русскую приказку. В тихом Омуте, да, вот тут читай. омуте черти водятся. Так, В тихом болоте черти. растуть. Так, есть одна, давайте другую поглядим. Читай. На чужой каравай рот не разевай. Ага. Все, а где белорусская приказка? Так, нема. Давайте наступная. Так, Человек без сябров, что, печь без дров. что петь без дров. Так, ага, русская приказка где? А их тут нет. Авось, не имей 100 рублев, а имей 100 рублев. Так, не справились. Так, 100 друзей, пробачьте, так, не справились, не знайшли. Далей. Скончил работу, гуляй у охоты. Сделал дело, гуляй смело. Так, две приказки, правильно. Здесь щирая Здесь щирая праца, там густо, а где лянота, там пусто. Ага. Тут кормит, а лень портит. Правильно. 3 приказки, да? Уже правильных. Так, с 7. Так, далей. Так, давайте. Цікавна Емілія нос прищемили, любопытная Варварі нос трогали. О, правильно. Так. И Не будь лосы на чужой колбасы. Коли улеть у духу, не кажи не могу. 5 приказок, да, с 7? Вы правильно собрали. 5 приказок у вас. Давайте. Так, кто читает у вас команда? Диана, читай, Диана. Взялся за муж, не говори, что идешь. В лес убил мух, скажи не могу. Правильно. Сделал дело, гуляй смело. Скончил работу, гуляй у охоту. У тихим Омуте. омуте черти водятся. Ага. У тихим болоте черти растут. Так. Не имей 100 рублев, а имей 100 друзей. Человек без сябров, что печь без дров. Любопытной Варваре нос оторвали. Цікавной Амиле нос прищемили. Труд кормить, а лень портить. Где щирая праца, там густо, а где лянота, там пусто. Не будь Ласы. на чужие колбасы. Ага. На чужой каравай рот не разевай. Вот, на чужой каравай вот не развивать. Итак, вы набрали 3 балла, вы набрали 5 баллов за этот конкурс. Итак, записали, а теперь наши дети гульня подходит до закончения. Вы подлечите, сколько баллов вы набрали. Сколько баллов вы набрали, подлечите, каждая команда. Так. А? Напишите там, сколько баллов. 10, 15, 20, 29 и плюс 5. Нет, да? Сколько? 34. 28. А? 28. 28, напишите, 28 баллов. 20, молодцы. Давайте зараз подведем выники нашего урока. И я вам поставлю отзнаки за урок. Итак, значит, бачите? Ось, хто працює, тому і шансує. Ну, а скажіть, коли ласка, є ще, а чому приказки називаються золотинки мудрості? Приказки – це золотинки мудрості. Потому что приказки звучат добре. Так, а чому ще нас вчать приказки? Приказки мудрости. Мудрости, правильно, мудрости. Поэтому мы, эти приказки, это философия життя. Коли мы хотим быть мудрыми, добрыми, и когда до нас тягнулись люди, так, то
что мы повинны что? Быть мудрыми. А как быть мудрыми? Нам треба, як мага, часто звертаться вось до таких зборничков, приказки и примовки, как быть мудрыми. Дякую за урок. У нас сегодня все отрималося. Молодцы. А как, давайте я погляжу, с каким настроем вы сегодня уходите с урока. Поднимите, у нас есть Марки и Соника. С каким настроем вы уходите с урока. Молодцы. Все, на этом урок наш закончился.